Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики инициировала проект постановления, предусматривающий обязательное использование предпринимателями контрольно-кассовых машин функций передачи данных в онлайн-режиме с 1 апреля 2016 года. Как работает ККМ с функцией передачи данных в онлайн-режиме и чем он отличается от ныне действующих ККМ? Технологии ККМ с функцией передачи данных в онлайн-режиме позволяют передавать информацию о расчетах в кассе предпринимателя в электронном виде в режиме реального времени в Государственную налоговую службу. Что даст онлайн контрольно-кассовая машина и какова позиция налоговых служб и бизнеса? Позиция бизнес-сообщества по данному вопросу такова, что если эти нововведения будут вводиться, то кто должен будет оплатить стоимость оборудования, за счет которого модернизируются контрольно-кассовые машины, поскольку сегодня предприниматели испытывают затруднения в связи с экономической ситуацией в стране, и предприниматели считают, что все вопросы модернизации и оплата за оборудование должны быть за счет государства, либо путем предоставления налоговых преференций на сумму затрат предпринимателя. Плюсы – это увеличение доходной части бюджета, открытая прозрачная фискальная политика, уменьшение проверок со стороны налогоплательщиков, улучшение процедуры регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовых машин. Как мы видим, мнения сторон разнятся. Тем не менее, государству необходимо решить проблему и принимать решения, потому как возникает масса вопросов, таких как: смогут ли действительно эти устройства решить проблему теневой экономики и увеличить налоговые поступления в бюджет страны? Оправдаются ли расходы бизнеса? Ответы на все поставленные вопросы можно получить по итогам анализа регулятивного воздействия. В этом и ценность данного анализа, который позволяет государству выработать адекватную политику и внедрить ее. Основная роль анализа регулятивного воздействия – принятие взвешенного, обдуманного решения на государственном уровне и при этом отсеяв неэффективные решения на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта.